эшпочмак в мире. Уникальный рекорд, который состоится именно сегодня, 1 мая. Именно здесь, на территории развлекательного комплекса Туган-Аулом. Поделитесь своим рецептом уникального эшпочмака. Мясо, Хватит? еще картошка, лук. Все, ну можно, да, на любителя, на гурман. Еще, София? Тесто, Тесто, правильно. Ага, все? Овощ? Перец, подсказывает, бульон. Это с бульоном потом можно есть. Так, а можно подарочек Софии какой-нибудь? Oh, welcome to Kazan. What's your name? What's your name? My name is Graham. Graham. Крайер. Это как крем. Окей. In Kazan, fine, good or not? I love Kazan. It's a wonderful place. It's nice. Thank you very much. Welcome to Kazan. Круто, круто. Эшпочмак зовет людей из разных стран. Сказать по одному татарскому слову, которое сразу приходит на ум. Богдан, есть что-нибудь? берем, Берем. Уже хорошо. Это уже аплодисменты. Знаешь, как будут аплодисменты по-татарски? Ну, скоро узнаем, скоро узнаем. Итак, Светлана, настало время, когда у вас есть возможность сейчас придумать татарское слово. Итак, Светлана, жгите. Похитле. Это, как я понимаю, сеть торговых магазинов в Москве. У нас есть Все, поехали. А понимаете примерно смысл этого слова? домашняя еда. Так и продолжайте, друзья. Два, три! Вот, пока руками не трогать. давай выходить, а? Совместно с Ассоциацией рестораторов и ательеров Республики Татарстан мы решили начать удивлять мир, удивлять Россию, удивлять наших туристов. И сегодня это первый такой камень, первый камень в основании огромной пирамиды. Это самый большой эшпочмак в мире. Вы присутствуете при историческом событии. Я вас всех с этим поздравляю. Это рекорд. Самый большой эшпочмак весом 24 килограмма и длиной 91 сантиметр. Создатели книги рекордов Гиннесса даже не предполагали, что именно в Казани, в этом замечательном комплексе под названием Туган-Аулем состоится вот такое грандиозное событие. Ура, товарищи! А мы повару этого эшпочмака хотим дать просто совет, чтобы больше всем хватило, чтобы всем. Қуатты алқышлар сіздің үшін дұрысты, и, конечно же, этому замечательному комплексу и тем людям, которые вдохновляли, подавали идею.